Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы смотрите новый проект на телеканале НВК Саха и телеканале Якутия-24. Программа «Подворье». Сегодня мы находимся на дачном участке у человека, который отдал работе на телевидении вообще практически там порядка 15 лет. Это человек, который обычно находится за кадром, но сегодня мы решили вывести его все-таки на ТВ. Объясняю почему. Потому что творческий человек, он талантлив во всем. И вот у этой дамы замечательный дачный участок, но самое главное, здесь все используется рационально, очень креативно. Ну и, конечно, такие, знаете, лайфхаки, это прямо ее тема. Знакомьтесь, кто не знает, а кто, возможно, узнает, это Маша Куницкая, главный художник-постановщик национальной вещательной компании «Саха». Машенька, привет! Здравствуй, Дашенька. Ну что, рассказывай про свой, понемножечко давай расскажи про свой мы участок. сегодня будем высаживать запоздалые помидоры. У нас так немножко беда была на участке, у нас немножко в низине он, и мы достаточно поздно начинаем высаживать из-за того, что у нас затоплено. Несмотря на эту жару, очень долго почва была у нас под уклоном у нас, и было заводнение. Ну и, соответственно, у нас кислая почва, это значит, заболоченная. Тут приходится многие вещи делать. Чуть позже? Да, чуть позже, потому что пока высохнет. Тут и известь нужно вводить, чтобы не было вот такого налета, как солевого, когда много воды остается. В общем, почва требует больших вложений питательных, потому что она истощена. Вот. Но грядки у нас уже подготовлены. И у нас, вот, поскольку ты мне сказала, что что-то такое необычное, давно я хотела попробовать. В прошлом году я пробовала один вариант дома у себя, полив цветочный, капельный. И тут я поняла, что его можно применить, вот хочу сегодня попробовать, применить его на помидорах. Великолепные отзывы я видела и слышала. И поскольку у меня цветы достаточно хорошо живут на таком поливе дома, я решила проэкспериментировать здесь, на участке. Ну и, соответственно, поделиться этими секретами с нашими телезрителями. Ну давай, время ограничено эфира у нас, поехали. Капельный полив, вообще, что это такое? Капельный полив, то есть это прикорневой полив, это вода идет сразу же в корень, она снабжает корневую систему влагой, потому что помидоры, у них достаточно большая корневая система, и она идет, значит, вот стелящаяся вдоль корня. Помидоры можно лежа укладывать при посадке, и будет формироваться такая большая корневая система. Вот. Мы сегодня высадим несколько кустиков, и я покажу, как прокалывать банку, чтобы она именно правильно питала корни водой и надолго хватало. Поехали. Так. Где помидоры? Помимо того, что мы с вами будем сегодня делать капельный полив, мы необычно сделаем, значит, удобрение. Что же это? Это банановая кожура. Банан богат калием. Можно положить целый банан, но я его съела. Очень вкусный был. Значит, можно положить, значит, плодоножку убираем. Можно положить целый банан, можно положить кожуру. Бананы также хорошо замачивать на сутки-двое в банку измельченные. Потом это будет такой густой раствор, растворять. Вот тоже хорошее калийное удобрение. Но сегодня у нас будет посадка с помощью дополнительных функций. Помимо всего прочего, у нас есть перегной, который мы положим в лунку. Он двухгодичный уже. Он перегнивал у нас в специальных отведенных, значит, емкостях. Туда мы положим немножко нитрофоски или чуть-чуть буквально. Или суперфосфат. Это удобрение. Вот. То есть это мы все делаем для того, потому что, в принципе, у вас почва немножечко такая, да, знаете, ну и просто... после потопа, да? Да, все равно очень много воды было. Все равно это удобрение, которое необходимо томатам. И кладем в золу. Вот, буквально чуть-чуть тоже. Хорошо перемешиваем все это. Вот. Хорошо накануне, когда вы сажаете, за 24 часа пролить почву, где высаживаете, марганцовым раствором, марганцы. Вот, я его приготовила. Так, там уже было пролито, но мы под корень, когда будем высаживать, тоже приливаем. Значит, нужно, сейчас подожди, мы сначала подготовим почву.
Давай. А потом сделаем капельный полив. В каждую лунку мы положим по одной шкурке банана. Мгм. То есть вот это у нас на 3 куста. Я не знаю, ну посадить мы, наверное, в прямом эфире успеем 2. Вот у нас 3 банана мы приготовили. Помимо этого, чтобы обезопасить, поскольку помидоры грунтовые, Да. мы обезопасим их от вредителей замечательным способом, в лунку положив луковую шелуху. Я ее накануне обдала кипятком. Вот. Мы положим туда луковую А зачем шелуху. кипятком? Ну, чтобы смыть, так сказать, какие-нибудь удобрения там или что, потому что это лук не домашний. Также я сюда покрошила одну скорлупу яйца. То есть, ну вот, в общем, все, что было под рукой. Хорошо, если у вас есть компостная куча. Это замечательно. У нас она была, сейчас мы ее заново возобновляем, нужно корм сделать. Этим я займусь накануне. Все. То есть вот это та самая смесь. Заготовка для подкормки, чтобы положить в лунку. Все, поехали. Так, теперь Лунку. подготавливаем. Значит, вот у нас чахленькие такие 3 кустика, мы их сейчас будем спасать. Садить будем вот до этого уровня. Как раз вот видите, вот кустик, вот уже начала формироваться такая корневая система, вот маленькие пупырышки, они пытаются сделать, так сказать, отведенные усики, чтобы питаться. Вот мы так их всех посадим. Нам понадобится либо шило, Покажите это. либо игла. Я взяла иглу, Да. 2-миллиметровую. Вот она. Боюсь спросить, что мы будем делать. Для капельного полива нам нужно будет сделать отверстие. И причем сначала мы будем закапывать бутылку, а потом будем сажать помидоры. Ну давай, приступаем. Так, еще нам нужен маркер. Маркер я взяла белый. Значит, вот у меня одна бутылка с водой уже, одна без воды. Очень важно, чтобы бутылка, почему 5-литровая хорошо? Во-первых, воды надолго хватает. Во-вторых, в нее, в горлышко, удобно наливать будет, когда вода будет заканчиваться после того, как она источится в землю. И, в-третьих, у нее очень хорошие засечки, вот эти вот, знаете, место, до какого уровня закапывать. Нам нужно будет закопать чуть, вот так вот, чуть больше, ну, 2/3 бутылки. Давай. Для удобства мы с вами снабдим места прорезов. Значит, прокалывать будем именно вот где-то сантиметров 5 от дна. Объясню почему. В воду наливаем, бывает по-разному. Что-то там попадет, какая-то маленькая шелуха, может быть, какой-то песок. Чтобы вот здесь у нас адсорбция будет, так сказать, весь мусор будет падать на дно, а вода основная будет поступать где-то с 5 сантиметров. И там все время у вас будет такой осадочек. Давай, давай дальше. Значит, напротив этого крестика мы делаем, значит, уровень вот так вот. Вот сюда мы будем сажать, чтобы мы видели. Это будет лицом к кусту. Сразу 2 крестика. Прокалывать для помидоров нужно прокалывать 2-3 дырочки, для огурцов, для перцев чуть побольше. Значит, мы сделаем зеркально. Давайте вот так здесь дырочку вторую. Так, ну, очень удобно. И пытаемся уже проколоть. Прокалывать можно накалять, можно там, я не знаю. Ну, в принципе, банка удобна. Значит, мы делаем... Одну тоненькую дырочку она цыганской иглой. Да, это цыганская игла. Всё, Вот 2 миллиметра вот. буквально. И оно уже побежало. Да, она бежит уже. Сейчас крышку держим. Теперь вторую дырочку. Так, у нас симметрично. Да. Вот она, видите, уже течет. Уже бежит. Да, вода уже течет. Все. Вот, посмотрите. Все. Сейчас она, смотрите, немножко остановится и будет буквально потихонечку сочиться. Вот здесь, здесь. Вот, видите? Так, теперь мы банку закапываем. Значит, ориентируемся на ту самую меточку, которую мы оставили. Вот видите, я как не подвину, она все сочится. Вот. Значит, углубляем место. Мы Здесь. отметили до какого Да, мы уровня. отметили до какого уровня. Выкапываем землю. Можно сделать большой лопатой, но просто здесь грядка. У меня грядки. Я Ой, Осторожно, присоединюсь. это такая предательская. Можно. Присоединюсь. Работа. Так, значит, красит куст мы человека. посадим вот сюда, вот, поэтому Капельно. ставим, еще чуть-чуть углубим. Вот. Все. Все. Ставим. Секунду, подождем. То есть струя у нас потихонечку будет идти вот туда в почву. Да. Я сейчас объясню, очень важно не открывать крышку, не делать
не делать надрезов других дополнительных. Сейчас. Вот, все. Все, закапываем. Почему важно, Маша? Объясни. Сейчас все расскажу. Значит, вот у нас. Вот смотрите, как только мы закопали, знаете, как устроена вода в кулере? Вот вы ставите, у вас там нету дополнительного отверстия. Все время вода находится в вакууме. Она все равно будет подтекать, но если стоит нам открыть крышку, смотрите, и открывая, вода будет очень быстро утекать. Только вот... То есть должна быть такой вакуум некий, да? Ну, герметично должна быть Да. закрыта. Земля создает там препятствия. Сейчас вода будет утекать достаточно быстро. Вот я экспериментировала на этом. Но мы не будем пока этим делать, Да. мы лучше закроем. В общем, в таком примерно через какое время закончится Хватает эта пятилитровочка? дня на 3-4. А, да вы что, вот так вот. Да. Теперь мы здесь, вот у нас крестик, здесь производим уже лунку Посадку. для помидора. Так, помидор мы как-то особенно садим или Да, всё он, стандартно? поскольку у нас помидор немножечко уже такой уставший, это мы позднее высаживаем. Эти помидоры будут созревать где-то, хотя у них схожесть, значит, они 45 сантиметров в высоту будут, 45-60. Схожесть у них и плодоноскость уже будет где-то к концу августа. Вот. Ну, это Но такие... мы можем подождать. Мелкие, хорошие, Это вкусные. меленький, да, хороший сорт такой, типа черри, ну, кругленький. Так, значит, углублять будем вот до этого уровня. Немножечко лежа. А как же наша подкормка? Сейчас мы все положим, не волнуйся. Значит, Банановая. сначала мы немножко проливаем Марганца. марганцовкой. Хотя накануне, я говорю, проливала эту грядку уже. Вот. Порвалась перчатка, как обычно. Немножечко почву вот так сделаем. Так, кладем туда банановую кожуру. Прям туда вот так Да, вот, да. Смотрите, прям вот так, Абсолютно. не жалея. Вот Тут у этот нас вот, лучок, Лук, перегной, перегной, нитрофосфат яичная и зола, скорлупка. яичная скорлупа. Так, и еще раз польем. И укладываем вот так вот, слегка Лежа, лежа, да, наш помидорчик. наш помидорчик. Вот так вот. Товарищи, отныне у нас помидор посажен вот достаточно глубоко. У него есть все питательные вещества, и он у нас Снабжается водой. снабжается. Если вам, значит, какой-то вопрос возникает по поводу питания воды, вы можете приоткрывать крышечку, будет усиленный полив, закрывать крышечкой. Будет капельный. Так, теперь уже в том же порядке мы делаем второй куст. Помидоры сажают где-то на расстоянии 60-75 сантиметров. Ну, можно 60, мы сделаем наоборот. Мы сюда поставим бутылку, а сюда посадим помидор. Хорошо. То есть в обратном порядке. Шахматом, так сказать. Ну, это, в принципе, занимает место, да? Это, то есть, Да, нужно делать в том случае, если у тебя достаточно много... Нет, но дело в том, что все равно помидоров, расстояние между ними должно быть 60 сантиметров. То есть у вас вот это место как раз-таки между помидорами остается. А, то есть мы не теряем. Нет, такого по поверхность и полезную площадь посадки мы не теряем. Так. Мы также в шахматном порядке сажаем. Ну и в конце, когда мы посадим, мы можем полить еще под корень немножко воды. И, в принципе, мы можем орошать, так сказать, почву только сверху, не осуществляя прикорневой полив. Потому что там уже все будет Потому что там будет увлажнено. Больше того, что происходит еще, что делают эти бутылки, вода, нагреваясь, создает тепло внутри корневой системы. Так помидоры лучше переносят заморозки в сентябре, допустим, или там, когда могут быть. Ну, можно, конечно, укрыть листву, но, в принципе, это очень хорошо для... Так, да, льем сюда немножко. Стоп, подожди. Это у Нет, нас мы же туда для бутылку. да. Теперь вот мы сделаем снова, только наберем сначала воды. Сейчас я наберу воды. Так, воды, а мы пока подготовим лунку для помидора. Маша, вот у тебя такие результаты, вот, допустим, банановую кожуру ты давно используешь? Да, банановая кожура у меня, ну, года 3, наверное, 4 точно в цветах, в огурцах. И в прошлом году даже, ну, это я, так сказать, ради эксперимента, один куст картофельный посадила с бананом прямо. Вы знаете, действительно, там был хороший урожай. Вот На так вот. удивление. Кто бы мог подумать. Мы сегодня говорим о том, что, в принципе, все, что остается у нас со стола, можно использовать на огороде. Правильно? Абсолютно. Главное,
Совершенно Как верно. грамотно? Больше того, если у вас есть компостная куча, туда можно вообще действительно использовать все. Или есть еще люди заводят калифорнийских червей, которые питаются вот этими отходами. Да. То есть Итак, можно здесь сделать... мы ставим уже бутылочку, уже Да. знаем как, крестики распределяем Да, сейчас мы иголкой. снова берем иглу. Где-то у нас она здесь. Вот она. Так. Опять отмечаем. Вот прям можно запомнить. Вот Ну, да. верхняя грань Ну, к сожалению, сейчас у меня мокрая Мокрая, бутылка. да. и нижняя Да. грань. Все. Ставим Сейчас дырочки. И в обратную сторону дырочка. Двух достаточно, более... Для помидоров, да. Ну, можно сделать третью. Это в этом ничего страшного нет. Можем вот здесь сделать еще. Ну, 4 просто, ну, ни к чему. Так, ставим Мы наши ставим. Так, капельный у нас должна быть вот так вот. Струя Здесь. должна быть направлена в сторону кустика. Кустика, да. Там осторожно, даже сейчас тебя может облить. Ну, да. Так. Сейчас мы еще немножечко углубим. Ну, несмотря на то, что говорят, вроде как помидоры уже поздно сажать, на самом деле вот так вот, да, еще Ну, тебя я дают еще раз они. говорю, это раннеспелый сорт, поэтому и он грунтовый. В принципе, ну, так сказать, мы догоняем, может быть, да, посадку, но досаживать можно, потому Так, что ну давай, кустик наш туда. схожесть у них. Кустик вот Так, туда. и вот сюда делаем куст. Так, опять наши удобрения. Так, у нас есть марганец. Надо пролить сначала. Я готова. Давай, наливай. Стоп, стоп, опс, бей. Лью. Стоп, хватит. 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 Чуть-чуть перемешиваем. Давай сюда нашу подкормку. Подкормка. Так, кладем один банан. И вот такую горсть там вместе с шелухой хорошо перемешиваем. Берем один корень помидора. И опять углубляем вот до уровня, ну, почти первых листов. Так, укладываем его. Чуть-чуть Лежа, лежа. да. И закапываем. Прикапываем. Так, и вот смотрите внимательно, бутылку втянула. Вот как раз говорит о том, что вода постепенно уходит. И вот видите, у нас было здесь, где-то сантиметр уже вода ушла. Ну вот, мы посадили 2 куста. Еще мне осталось останется посадить попозже один. Да, нам нужно полить под корень. Угу. Так, ну вот получается, основной полив у нас, так сказать, прикорневой будет осуществляться за счет притока воды из бутылки. А общую вокруг мы можем сделать либо мульчирование, ну, положить солому. Ну, как-то почему-то в Якутии это не практикуется, очень больше в южных частях России. Они почву закрывают соломой и таким образом создают такой как парниковый эффект. Очень часто у них и картофельное поле, и огуречники, и помидорники. Но я здесь так не делаю. Вот. Так, ну теперь вот что хочется отметить. Значит, это сорт таких маленьких помидоров. Я вот хотела угостить вас. Сейчас руки сполосну. Секундочку. Смотрите. В принципе, блюд из помидоров очень много. И они, все знают, что помидоры у нас как яблоко. Сейчас. Так, вот это те самые помидоры, которые выросли у тебя почти. в прошлом году, да? Да, вот это помидоры, сейчас я солю немножечко. Такой есть рецепт с горчичным порошком и с горчичным семенем. Там нету уксуса, здесь есть лимонная кислота, сахар и соль. Так, ну давай поделимся рецептом, пока я пробую. Что нужно? Теплые вот жалко. Ставили мы их к ним. Очень вкусно. Они остренькие. Значит, тут надо 2 столовые ложки сахара, столовая ложка соли, это на литр, и столовая ложка горчичных семян. Туда кладется чеснок резанный, можно положить также, ну, какие-то вот травки типа сельдерея. Вот. Здесь мне в эту банку не попало, но в рассол попало. Так, а получается, плюсы в чем? В том, что оно без уксуса. Абсолютно без уксуса. Туда кладется
лимонная кислота. Ну, лимон. Ну, это очень вкусно. Вот эти помидорки, которые вырастут у нас в августе. В сентябре, в августе. Они именно вот такого маленького размера. И их вот такая вот, знаете, как сделать пюре, там, не знаю, сварить гречку. И такие помидорчики. Можно без мяса. Вот так вот. То есть помимо того, что мы сегодня поделились лайфхаками, как посадить помидоры, мы еще и поделились рецептом, как можно засолить помидорки. Вот так вот интересно. Да, это как раз прошлогодние вот эти помидоры. Угу. Это последнее, что я собирала. Маш, а что касаемо вот этого капельного полива, ты используешь только для помидор или для... Их можно использовать для огурцов. Ну, я говорю, что я проба у меня была на цветах у меня дома. Угу. Я уже это как бы изученный. Вот смотрите внимательно, видите, вода постепенно уходит. То есть вот мы столько наполнили, вот как здесь было у нас. Уже на 1,5 сантиметра. Хотя у нас закрыта крышка. Ну, вот так вот. Дорогие телезрители, обратите внимание, что сегодня мы поделились такими полезными, я надеюсь, советами. Ну а также мы напоминаем вам, что если вы хотите стать участником нашей программы, как госпожа Мария Куницкая, и поделиться своими секретами, лайфхаками, обращайтесь к нам, пишите нам, адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своих экранах. Пишите, звоните, мы обязательно ответим. Если у вас есть вопросы конкретно по капельному поливу, либо по удобрениям, которые мы сегодня сделали, также напишите, мы обязательно свяжемся с Марией, Мария ответит вам на ваши вопросы. Еще хотелось бы напомнить, Маша, у нас стартовал конкурс на НВК и на Якутии-24 на лучшую баню. Суть проста. К сожалению, бани у меня нету. Суть проста. Значит, мы принимаем заявки от людей, у которых есть какая-то уникальная баня. Ну, возможно, она не уникальна, возможно, в ней есть просто что-то, вот изюминка такая. Они отправляют заявку, мы связываемся, приезжаем, снимаем сюжет и в конце осени подводим итоги. А говорят, приз будет супер. Ну, Поэтому это обращаемся к дачникам. Если у вас есть замечательная баня, пишите, звоните, простите, принимайте участие, и мы приедем обязательно к вам. Ну что, Маш, еще раз советы по капельному поливу вкратце. Так, ну, значит, нужна 5-литровая бутылка, шило или иголка 2-миллиметровая, причем крышка должна быть у бутылки, значит, удобрение банан, шелуха луковая и скорлупа яичная. При углублении нужно около 2/3 или, ну, чуть больше половины бутылку углубить, сделав 2 дырки, и одна из дырок должна направлена быть на корневую систему помидора. Для удобства можно отметить метками. Помимо всего прочего, бутылка служит еще подогревом почвы за счет того, что энергоемкость у нее такая тепловая сохраняется. Ну, принимает на себя солнечные лучи и, так сказать, отдает тепло. И также можно сделать, помимо помидоров, в огуречнике, это можно сделать и уже когда растут огурцы. То есть, ну, чуть дальше корневой системы поставить бутылку внутрь. Ну, то есть повредить это уже Нет, готовую корневую нет. систему нельзя? Ну, если, так сказать, человек знает, как распространяется корневая система овоща, то, в принципе, ничего страшного там нет. Ага. Все, ну что, дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы благодарим тебя, Мария, за твои вот такие советы, лайфхаки. Спасибо большое. Ну и, конечно, я думаю, в августе мы приедем к тебе вновь собирать уже урожай с вот этих самых грядок. Вот как раз сейчас бутылочка это булькает. Это значит, что вода поступает в почву. Вот так вот. Ну, а мы увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Смотрите «Подворье», подписывайтесь на нашу страницу и принимайте участие в наших эфирах. До новых встреч, всего доброго! Bum